Гора денег. Авторам этой игры реально удалось заработать состояние, трудясь в виртуальном пространстве. Формула успеха IT-компаний. Обработанная информация – знания, а знания – деньги. Как принцип работает на деле? Ответ мы получим здесь. Офис Майтона – якутский оазис свободы новых технологий. Компьютерная семья IT-компании насчитывает 150 человек. По меркам республики цифра приличная. Большинство ребят – выпускники Северо-Восточного федерального университета. Программист Михаил Стародубов – один из них. В нулях и единицах он зашифровывает сюжет виртуального бестселлера. Даже те люди, которые живут в Якутске, не знают, что это мы как бы делали. Когда узнают такие, сразу, радуются, конечно. Наш город, оказывается, может, так, сибирская глубинка, и такие вещи на уровне мира просто производим. За 5 лет существования компания научилась тягаться с зарубежными конкурентами. Успешной нишей стали игры для мобильных платформ. Последнюю разработку скачали десятки миллионов человек. Она является сейчас очень успешной. В Америке на iPad входит в топ-30 кассовых игр. Это очень круто, потому что конкуренция очень большая. Она присутствует в разных странах, переведена на 11 языков. В ближайшее время пользователей станет в разы больше. Мобильную игру адаптируют для Китая, Японии и Южной Кореи. На завоевание азиатского рынка должно повлиять и открытие офиса в Сингапуре. Мы выбрали Сингапур, потому что он является центром азиатской инфраструктуры в сфере IT. В целом, вообще в Азии играет около 45% всего мирового сообщества мобильных игр. Якутские разработчики рассчитывают, азиатские геймеры клюнут на интересные сюжеты и качественную графику. За последнее отвечает 2D-художник Ирина Устюжина. Чтобы получить красивую картинку, приходится работать в полумраке. Основной жанр сейчас hidden object, то есть поиск предметов. Нам необходимо разместить на этой локации там в районе 200 предметов. То есть это очень много, это очень долго, довольно-таки долго делается, такая немножко муторная работа. Все не так радужно, как может казаться. В минуты усталости сотрудники черпают силы из этих табличек. По всему офису развешаны сотни отзывов пользователей на разных языках. Если совсем перетрудился, можно покататься на самокате, сделать музыкальную паузу, перекусить в кафе или вызвать музу компьютерных гениев с помощью физической нагрузки. В IT-компании к созданию уютной рабочей атмосферы подходят ответственно. Судя по названию, у этих ребят лучшая работа – тестировщики игр. Задача Юрия Солдатова и его коллег по цеху – находить баги, ошибки в игре. В детстве любой игрок, я думаю, хотел бы играть и зарабатывать на этом. Нас сейчас 12 человек, но мы еще активно ищем кадры, потому что у нас в будущем будут новые проекты и нужно больше тестировщиков, чтобы проверять эти игры. Кроме тестировщиков, сегодня на рынке IT востребованы дизайнеры и художники компьютерной графики. На вес золота и хорошие программисты. Основная кузница кадров – Северо-Восточный федеральный университет, в частности, Институт математики и информатики. Вуз готовит специалистов по 2 направлениям. Каждый год мы в среднем, наверное, выпускаем около 100 студентов. Институт славится тем, что у нас после окончания для выпускников они все находят работу. После окончания института часть студентов, как правило, стремится в центральные города, а более продвинутые уезжают за границу. Информационные технологии, они не привязывают человека к какой-либо геолокации, и можно работать абсолютно из любой точки мира на международном рынке, например. Поэтому я не вижу разницы работать здесь или где-нибудь за границей. Чтобы производить востребованный на внешнем рынке продукт, необходимо создать приемлемые условия, тем самым увеличить шансы на успех начинающих бизнесменов. Новой страницей станет открытие парка высоких технологий. Строительство начнется в конце этого года. Проект стоимостью 1,5 миллиарда рублей вызвал немало споров. Так, навскидку просто можно сказать, что у нас просто там на северный завоз, на обеспечение севера 15 миллиардов тратится в республике, На сельское хозяйство тоже тратятся огромные деньги. То есть, на IT-отрасль потратить 1,5 миллиарда, я думаю, который будет приносить 5% ВРП. Тем более, что средства у нас есть и частного инвестора, и фонда развития Дальнего Востока – это деньги возвратные. То есть сам по себе IT-парк тоже окупаемый проект. Возможный кадровый голод и суровый бизнес-климат – это больше всего пугает якутских айтишников. Для стартапа нужен интернет, скорость, начиная от 100 мегабит в секунду. А это у нас стоит 100 тысяч
рублей в месяц. И, конечно, никакая молодая компания себе не может этого позволить. Несмотря на отдаленность и некоторую изолированность, эксперты достаточно высоко оценивают потенциал Якутии в области информационных технологий. Чем еще заниматься зимой? Писать код, создавать игры. И не обязательно рыть громадную яму в земле для того, чтобы наша Якутия прославлялась и зарабатывала деньги. Порядка 30 компаний, 2000 сотрудников и объем экспортной выручки чуть больше 1 миллиарда рублей. Такова сегодняшняя реальность IT-индустрии региона. Развитие IT-отрасли – это инвестиции в возобновляемый ресурс – интеллект. По планам к 2030 году сфера информационных технологий составит 5% валового регионального продукта. Первый шаг к масштабным целям – строительство парка высоких технологий. Он должен заработать в 2019 году. Айна Внакурова, Александр Томский. Вести.